ни шагу, вот написано типограф, назад ни шагу, дело чести, исполнить боевой приказ. Тому, кто струсит, смерть на месте, не место трусов среди нас. Это лишний раз их всех настраивало на то, что они должны хоть смерть на месте отдать за свою родину жизнь. Эти строки каждый раз глубоко ранят душу. Когда отец уходил на фронт, Лейле Татиевой не было и 2 лет. Девочка еще сознательно не произносила слово «папа». Старое истрепанное письмо, написанное 17 марта 1943 года. Последняя весточка и единственная память о Артагане Базгиеве. Ой, мы грамотно ездят в войнах, особо. У него очень это написано, вот даже адрес написано, станица Орджоникидзевская, Галашкинский район, село Галашки того же района. Жил из того же, а в те времена таких дишах. Вот это его письмо. Вот эта цензура, вот тут написано, что мы переводим часть другую. Мы перехватить до письмо. Вот это цензура, оказывается, зачеркнула, написано. И есть стандартный лист шханицар, хотелось письмо язды. И что удивительно, танки Салтывы вооруженные. И написано «Смерть немецким оккупантам». Он родился в 1915 году в селе Галашки, работал учителем, затем директором школы, а перед началом Великой Отечественной был избран председателем Галашкинского сельсовета. На фронт ушел 2 сентября 1942 года. После непродолжительной военной подготовки роту, в которой Артаган Базгиевич был командиром взвода, направили на передовую под Азов, где на тот момент шли ожесточенные бои. Из военного архива известна лишь самая незначительная информация. Подробнее о боевом пути ветерана семье впоследствии рассказал боевой товарищ, старший связист роты Ахмед Хучбаров. Под Азовом с Москвы телефонограмм Ениан командиру Эларю Драгавцев, я говорю, что командир. Эларю самых смелых, самых надо сейчас отобрать. Очень сильное немецкое идет на нас сейчас наступление. И среди них должны самые смелые, вот кавказцы самые смелые отряд Гарбахча. Сюда командир взвода, так что собери здесь. Декабрь, Хагул, Бергиш, Издеерш, Издече, то Энцигиш, Дешаш, то Цавич, Хадица, Суг, здесь, Цунстемтханыч, Ахмед. Что Цадиадвай, Цаледовы. Сидишь, ваш калаш, диалог бывает, Бог, а так, бахаруш, здесь. За смелость, отвагу и мужество он был назначен командиром роты, а затем и батальона. Майор Базгиев награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны, медалями за отвагу и за боевые заслуги. Был представлен к присвоению звания подполковника, но с очередного боя так и не вернулся. Бой стихнуть, командир связистов, футхажмалу, висардина, малозвя, сагбали, госпиталь, бахит. Дордил хачах, ход был шхайер, жденош. Тходар делчар, цу гусенич, цу танки гусенич, цией, неах духей, ход им архамда цриалар. Цасагдин цирю хуан цриалар. Ах, штолил, шхажиш, яхаш, хазартун ялар. Ца ушил, ачкит тметтиге. Тфут ян, тходат бахачи, гайта Киев, Ахмед Саидович яхашвар ялар. Дин Лозовия звание нависа из госпиталь давахтариар кацигердин цасакцигерюх версензаря. Будто бы предчувствуя свой последний бой, Артаган передал товарищу перочинный нож, планшет и портупею, которые после окончания войны достались его жене, но затем были утеряны. В семье бережно хранят память о ветеране, детей воспитывают на его примере. Апти Татиев пошел по стопам деда и тоже отдал себя служению родине. По долгу службы не раз допрашивал сведения о Артагане в архивах, но все старания найти хоть какую-то весточку остались тщетны. До сих пор ничего не знаем. Я даже как-то вот в поиске в интернете, сейчас же все это развито сильно хорошо. Даже на немецкий выходил с переводом на русский язык, они на немецкий такого же типа, как у нас сайты, где учет есть военнопленных даже. Вот, немцы вели. Они вели очень дотошный народ же, в принципе, они очень вели точный учет, анкеты с фотографиями, и там тоже, в принципе, мы ничего не нашли. Но ждем, может, где-то что-то проявится.
9 мая наряду с тысячами других солдат, которые так и не вернулись домой с полей сражений самой кровопролитной войны в